Этап четвертый. Личное собеседование. К личному собеседованию тоже нужно подготовиться. Нужно подготовить основные вопросы, придумать ситуации, допустим, да, чтобы кандидат нашел решение. При собеседовании важно спросить у кандидата предыдущие 3 места работы. Что он делал, как он делал, то есть, да, как он свою функцию выполнял, с каким продуктом он работал, с какими трудностями он сталкивался, чему новому научился в этой компании. То есть, да, почему это нужно спросить? Потому что, допустим, например, если мы ищем начальника, да, то мы спрашиваем, как он руководил, допустим, персоналом, что он делал для того, чтобы персонал его как бы понимал, чтобы персонал его как бы, не знаю, слушался, то есть, да, какими инструментами он работал. Это очень важно. И мы проходим по резюме, по последним 3 местам работы, уже создается картина кандидата, то есть, да, и при собеседовании, при живом собеседовании мы уже видим жесты, мимика, как он сидит, как он разговаривает. Если он более уверенно рассказывает о своих последних местах работ, то он уже как бы знающий человек, знает свои обязанности, знает свою работу, то есть как бы целеустремленно пришел в нашу компанию устроиться к нам. А если он, конечно, уже будет рассказывать вяло, невнятно, то есть, да, может, некоторые моменты будет упускать или каким-то образом будет избегать прямых вопросов, то можно сказать, что этот кандидат некомпетентный, его резюме это взято с воздуха, да, как говорится, и можно на этого кандидата как бы время свое не тратить. И еще один главный вопрос при собеседовании. Знаете, нужно как бы подобрать такую ситуацию, привести пример компании, да, что такая проблема случилась, то есть, да, и что вы сделаете, то есть задать вопрос это уже кандидату, и он уже будет думать, какое он решение примет. И когда он скажет это решение, уже как можно понять, человек, он справляется ли с этой работой, то есть, да, справится ли с этой работой. То есть это как, можно сказать, как игра. Мы создаем ситуацию и ждем решения от кандидата. Если он будет думать долго, будет как бы бояться что-то сказать, то есть это уже человек в себе не уверен в своей силе, и такой человек не нужен, да, нам, в компанию. А если человек, он как быстро ответит и как бы уверенно скажет, вот я бы так бы сделал бы, например, да, и этот человек уже понятно, то, что кандидат более подходящий именно для нас. Давайте я вам приведу пример из жизни. Когда мне было 23 года, я устроилась на работу в компании «Маслодел». Это в городе Алматы, производство, завод большой, завод это был огромный. Я устроилась на работу, и меня как раз проводили собеседование. Была одна девушка, ее звали Алена, до сих пор ее помню. И один такой мужчина, его звали Иван. Да, Иван. И мы троем сидели, разговаривали, и Иван мне, знаете, такую вот ситуацию обрисовал, да, вот что вы сделаете, вот вы вот устроились нам на работу, да, допустим. И тут директор залетает в кабинет и говорит, типа, вот, находи мне срочно, вот мне нужен срочно этот менеджер по продажам, прям срочно сегодня закрой эту вот вакансию, то есть, да. Тут залетает начальник отдела и тоже задает, и тоже тебе какое-то задание дает, да, вот, допустим, распечатай мне быстро, срочно, вот, и твои действия. И он мне спросил такой вопрос, и я просто никогда не сталкивалась с такими вопросами, мне было немного как бы, это было для меня ново было, мне еще было 23 года, я старалась каким-то образом ответить так, как бы и в плюсе оказались и директор, и начальник. И мой ответ как понравился этому Ивану, и они пригласили меня в дальнейшем уже на стажировку. Такие вот подобные ситуации можно придумать очень много и ждать реакции, ждать ответа от кандидата. Обычно собеседование длится 30 минут, но иногда она занимает даже до часа доходит. Да? Если кандидат очень интересен, то мы, конечно же, будем задавать еще вопросы, будем с ними разговаривать, да, и как бы вот. И собеседование может продлиться уже час. После завершения собеседования мы говорим, как бы, да, что вот мы еще рассматриваем кандидатов, дайте нам время, либо неделю берем, либо 2 недели берем, это зависит уже от компании, то есть, да, берем неделю, говорим, вот через неделю мы обязательно позвоним, дадим обратную связь,
если будет положительный ответ, либо отрицательный ответ. Всегда нужно давать кандидатам обратную связь. Хоть и пусть будет ответ отрицательный. Если он нам не подходит, лучше позвонить, сказать ему об этом, либо просто написать, на почту написать, либо в виде сообщения написать. Так как кандидат, он будет ждать от нас обратной связи, и его будет приглашать, возможно, другие компании, но ему понравилась наша компания, мы ему тут не позвонили, не сказали, и он ждет, и теряет возможность устроить в другую компанию. Это некомпетентность HR-менеджера, можно сказать так. Всегда надо давать обратную связь. И мы провожаем кандидата с улыбкой, конечно, и говорим: ждите от нас звонка.